Вчера, 25 декабря, организаторы акции по сбору средств на лечение молодой серовчанки Екатерины Борисенко остановили сбор. Причина – радостная. Заветная сумма собрана. Меньше чем за 2 месяца для девушки с диагнозом острый лимфобластный лейкоз удалось собрать 1 миллион 350 тысяч рублей. Собранные средства будут направлены на операцию по трансплантации костного мозга от донора Кати. Сегодня мы связались с организатором сборов и узнали о дальнейших планах лечения Кати. Сейчас Катя находится в первой областной больнице города Екатеринбурга. 24 декабря ее положили на очередной курс химиотерапии. У Кати врачей стоит цель вывести болезнь в стадию ремиссии, чтобы организм был готов к трансплантации, и она прошла успешно. Результатом анализов после данного курса будет принято решение о том, когда она сможет приехать в город Санкт-Петербург на консультацию. И на этой консультации, уже после этой консультации, начнут поиск донора в международных регистрах. Нам сложно прогнозировать, но мы надеемся, что операцию уже можно будет провести в марте. Найти необходимого донора за рубежом нелегко. Необходимо, чтобы в базе числились и доноры из нашего региона. Поэтому родные и друзья Кати организовали забор крови в Екатеринбурге и в Серове. Результаты хоть и небольшие, но есть. Поэтому родные и друзья Кати организовали забор крови в Екатеринбурге и в Серове. Результаты хоть и небольшие, но есть. 7 человек сдали кровь в Серове и 8 в Екатеринбурге. Эти люди, возможно, однажды спасут жизнь человеку, нуждающемуся в операции. Повторная подобная акция для серовчан состоится ориентировочно в феврале 2015 года. Своим примером Катя показала, сдаваться нельзя в любой ситуации. Ведь всегда найдутся отзывчивые и неравнодушные люди, которые помогут всем, чем могут. Организаторы акции и сама Екатерина Борисенко благодарят всех, кто принял участие в сборе средств, и поздравляют с наступающим Новым годом. Катя и мы, ее близких, хотим поблагодарить всех, кто помог нам собрать эту большую сумму. Всем, кто перечислял нам деньги, распространял информацию, организовывал благотворительные мероприятия, устанавливал коробочки для сборов, рассказывал наши истории своим друзьям и знакомым, расклеивал листовки, а также организовывал сбор на рабочих местах. Сбор обширной географии. Деньги приходили из разных городов России, от Сахалина до Санкт-Петербурга. Также помощь пришла из Германии, Америки и Болгарии. Но самую большую колоссальную поддержку оказал именно Серов. Отдельное спасибо всем жителям нашего родного города. В этом маленьком городе живут люди с большим сердцем. И всем, кто нас слышит, в Новом году желаем побольше радостных моментов, хорошей погоды, как за окном, так и на душе. Здоровья и любви, скажем вам, пусть семечки будут, и пусть в нашем славном Серове все будет хорошо.